Приветствую, друзья! Я Петр Цапандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в уютной гастростудии ресторана «Мусхая» в гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Здравствуй. Семен, приветствую! И к нам сегодня в гости пришел Фаридун Хатамов, программист ГУП-ЖКХ нашего республики. И самое главное, он представитель таджикской общины в Якутии. Фаридун, приветствую и приятно познакомиться. Познакомьтесь с Семеном. Мы тебе немножко объясняли, что за наша передача такая, да? Кулинарное ток-шоу мы его называем. Концепция такова, что мы приглашаем в студию наших гостей, друзей. Иногда заставляем, иногда просим что-нибудь их приготовить, может быть, что-то национальное, все такое. С чем ты к нам сегодня пришел? Расскажи, пожалуйста, немножко. Да, сегодня хотел бы приготовить одно из национальных блюд таджикской кухни. Называется курутоп. То есть Куртоп. курутоп. Куртоп. Курутоп. То есть, Как переводится? Если говорить по переводу, оно состоит из двух слов, да, то есть курут, это, наверное, увидели, такие белые шары есть, очень любят в Таджикистане, в Узбекистане также встречаются, ну, его называют еще как крут. Да. Крутой, да? Нет? Курут, да. И об это вода, то есть, и это получается вот как кефир, или можно сказать, и на нее получается из лепешки готовится. Такое блюдо, в общем. Да. Да, я смотрю, ты пришел уже с чем-то вот этим, да? Да. Это уж сразу нужно нам? Ну, да, мы будем готовить сразу в нем. Sразу в нем. Да. Да, Потому что, чтобы давай. было красиво. Давай мы тебе его подадим. Давай мы Да. сначала покажем камеру, насколько она крутая. Я сразу заметил, как Фаридун принес. Я говорю, ну, что-то похоже на якутское, да, и цельного куска дерева, вырезанное, да? Есть какая-то история вот Да, про это вот называется, ну, как одно из национальных видов посуды Таджикистана. Тавак называется. Тавак. Тавак. То есть, да, и из дерева. Почему такое большое? Но на самом деле есть еще больше, да, то есть для больших праздников делают еще больше, чтобы как можно больше людей смогли угоститься за одним таким большим блюдом. Ну, это то есть праздничное блюдо получается, да? Да, тут получается. О, мы сегодня должны почувствовать, как будто мы на таджикском празднике, да, побывали сегодня. Да, и очень часто применяют именно такую посуду тоже в кругу семьи. Да. То есть как ужинать, там, обед. Это уже прям сугубо традиции. прям национальное. Да. Прям уже. Так, что тебе нужно для начала? Для того, чтобы приготовить... Вот, кстати, курутоп, на самом деле есть несколько видов тоже, да, то есть готовят по-разному. И есть такие виды, как из воды можно делать, да, то есть как... Но мы сегодня в данном случае, вообще, конечно, его готовят из национального такого кисломолочного продукта, чака называется. Еще дух есть, из него тоже готовят, и джурхот. Это такие кисломолочные продукты, как кефир, бифацил, но... Ну, типа на это похоже, да? Похожие на это, да, но у нас на родине... Ну, естественно, такое забродившее немножко. Да. Ну, так как сам с детства здесь, мы очень часто все равно в семье готовили это блюдо, мы предпочитали делать это из сметаны. То есть из сметаны или кефира. Для того, чтобы сделать из кефира, ну, достаточно просто кефир налить сюда, чуть-чуть, если необходимо, добавить воды, посолить, уже готовую лепешку туда накромсать, как сказать, И поломать. И сверху посыпать салатом, да, и блюдо готово. Это на самом деле очень простое блюдо, очень сытное, очень любят у нас на родине. То, что готовится из сметаны, да? То есть почему именно из сметаны, лично по моим вкусам, оно как-то получалось всегда вкуснее из сметаны. Ну, то есть, ты сам предпочитаешь, получается, такое? предпочитаю из сметаны, да. Ну, пожирнее немножко. Да, то есть берем сметану, ну, где-то 500 грамм, то есть одной упаковки обычно достаточно, добавляем где-то 100-200 миллилитров теплой воды, все это смешиваем, получается. А воду почему обязательно нужно? Вот я чуть не могу. Ну, потому что это, если она не будет такой жидкой,
То есть мы там уже не сможем ее потом вместе смешать. И поэтому и получить теплая, вот, чтобы она, да. как бы быстрее Ну, это да. смешалась и схватилась, да, Да. получается? Фаридун, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, да. Ну, ты таджик, да? У нас сегодня вообще многонациональный вечер получается, да? Фаридун таджик, и Семен якут, я бразилец, вот. И дружба народов прямо, да? Расскажи, каким образом ты здесь оказался, откуда ты родом? Ну, ты говорил, что до передачи мы с тобой общались, да? Да. Ты родился в Таджикистане. Да, я родился в Таджикистане. Вообще мы были с семьей, приезжали сюда еще в 98 году примерно. То есть тогда здесь отец работал. Ну, то есть по работе уже получилось. Да, но мы с семьей, то есть приехали, то есть я уже тогда был, ну, слишком маленький, то есть я просто приехали всей семьей, да, то есть потому что отцу так было спокойнее, и, ну, когда семья вместе, приходишь домой, это как-то получше. Ну, мы потом в 2000 году уехали на родину, и до 2003 года проживали совместно на родине. И вот в 2003 году, но опять же, отец чуть раньше нас приехал, где-то, можно сказать, в 2002 году. И мы потом, вот, как сейчас помню, где-то в октябре, в ноябре 2003 года прилетели всей семьей из Ну, то есть Таджикистана. отец приехал, уже нашел тут жилье и все Да. прочее, сказал, все, готово, приезжайте. Ну, можно сказать. Можно сказать так, да. И что тебе показалось первым? Сказал, блин, учу, да? Сразу первое слово на якутское выучил. Да. Учу. Нет? Нет, на самом деле по погоде не сказать, что тогда было не так холодно, то есть, да, в первые дни. Но что мне запомнилось из детства, по приезду я на следующий день сразу пошел на учебу в 3 класс. Ну то есть и со Вообще, школы уже договорился. Буквально. То есть, может, это сейчас, по моим представлениям, так кажется, да, но по ощущениям, что реально вот только прилетел и на следующий день уже оказался в школе, да, то есть помню себя таким. И, ну, что еще могу рассказать? Тут учился по 11 класс. Школу здесь заканчивал, Да, якутский. школу здесь закончил. Потом я поступил в колледж, Якутский колледж связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина, который находится по Петра Алексеева. Петра Алексеева, я знаю. Да. И там я закончил тоже вот с отличием, учился, я уже примерно понимал, что в каком направлении буду работать. Это вот в программировании. По окончанию, да? То есть меня всегда увлекали компьютеры, вот, технологии, да, поэтому я вот выбрал... Как раз интернет направление. начал развиваться Да. в это время, но... Да. Ну, с детства у нас и с друзьями так сложилось, что мы очень часто, можно сказать, увлечены были вот компьютерами, да, поэтому я другого не видел, да, то есть именно поступил сразу на такую специальность. И вот, получается, 3 года отучился там, и затем в 2015 году, окончив, я попробовал себя, сразу устроился на работу вот в ГУП ЖКХ. Да, и, ну, это филиал Коммунтеплосбыт ГУП ЖКХ, да, если уточнить. Но наш филиал, он как основной, ну, относится к ГУП ЖКХ, да. И с тех пор, можно сказать, там и работаю. То есть я нашел себя в Ну, то этом. есть, подожди, а вчерашний студент сразу находит работу в таком серьезном предприятии, как ГУП-ЖКХ, да? Да, то Ну, это есть, же большое предприятие. ну, и я так как окончил с отличием, конечно, у ну меня... тебя сразу на расхват. Ты, наверное, еще и выбирал, наверное, да? Туда не пойду, и вот ГУП-ЖКХ мое. Или как? Но там тогда у нас получилось так, что именно в этот период в филиале Коммунтеплосбыт велась именно вот набор новых сотрудников, которые студентов могли их обучить. И вот, как сказать, есть опытные программисты, которые там уже несколько десятков лет работали там, да, и поэтому они готовы были обучать нас. Поэтому, в принципе, с чем тоже очень признателен, то, что действительно поначалу было тяжело, то есть после Конечно, да, учебы, ничего не знаешь вроде после как, да. учебы, да, Само вроде собой, бы да. что-то знаешь, но на самом деле, когда ты сталкиваешься на предприятии уже непосредственно уже с работой, да, оно как-то по-другому, то есть уже узко специализировано, да, то есть идет уже. Мне понравилось, поэтому вот и с тех пор я там и работаю Программистом. программистом. Да. А на каком языке программируете?
У нас вообще очень разностороннее. Это секрет. Нет, не секрет. То есть, когда я поступал на работу, тогда еще не совсем много кто писал на новых языках, да? Да. Поэтому я присоединился к ребятам, которые вот уже были готовые проекты. Я вот присоединился, эти вот проекты на Delphi. Delphi. Но там сам язык, конечно, Паскаль, да, то есть программирование. Но это среда, на которой мы работаем, Delphi. Программные продукты пишем на ней, но у нас все это связано как бы с базой данных, да, SQL. Поэтому основное у нас работа ведется всегда в базе данных. Поэтому независимо от того, если ты работаешь хоть на Delphi, хоть на Visual Studio, да, у нас все немного, всегда понимаем друг друга, потому что у нас, можно сказать, у всех, тем не менее, все работают в базе данных SQL, поэтому и общие проекты нам даются легко, да. Ну, то есть язык это просто получается как инструмент, вы основная база данных. Да, вот у нас, так как ГУП ЖКХ, у нас многочисленные филиалы по всей республике Саха-Якутия, на самом деле обширная база, да, то есть и сам филиал Коммутиплазбыт, он же ведет основной вот учет, прием платежей у населения, поэтому как основные у нас программы Корплата, работа с юридическими лицами, это все было сделано вот в филиале Коммутиплазбыт. И поэтому вот как основное у нас, конечно, вот база данных SQL. Я почему так дотошно спрашиваю, да, потому что у меня сын студент 2-го курса, он в Питере учится, тоже на программиста, да, но я сейчас не про него, я хочу задать еще один вопрос. Что бы ты, вот, да, за ты своих уже, лет опыта, да, вот, вчерашний студент, ты уже работаешь, да, получил работу. Что бы ты посоветовал нынешнему поколению, вот студенты, которые программисты, что-то меняется, я не знаю. Да, становится на самом деле немного легче, но я бы посоветовал ребятам не стесняться, то есть всегда задавать вопросы, да, то есть если что-то непонятно, лучше подойти к преподавателю, спросить. То есть мы как часто думаем, что ладно, чуть попозже, наверное, пойму, но на самом деле лучше сразу спросить, потому что на самом деле преподаватели, наоборот, всегда будут рады, то, что студент как еще интересуется. мудрый человек сказал, говорит, стыдно не знать, а стыдно не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать. Да, чуть ли не так, да? Да, поэтому вот основной совет, конечно, вот спрашивать. И помимо этого также участвовать надо вот в мероприятиях. Какие-то вот мероприятия, они вот как раз раскрывают немного талант. Корпоративы? Нет. Я думал, внутрикомпанийские мероприятия там, да. Именно по учебе, то есть там проводятся такие чемпионаты, как WorldSkills, и городские соревнования тоже очень много. Я сам тоже участвовал. Олимпиады по программированию, да. То есть это очень полезно. Писал очень много чего-то. И что-то выстрелило у него. Там можно такие проекты показать, то есть всегда ценное, то есть получаешь обратную связь, то есть тебе говорят, что ты двигаешься в каком-то направлении, это хорошо или плохо, ты уже сам знаешь, и стоит ли тебе вот на какую-то часть обратить внимание и уже дорабатывать. По технологиям, что могу сказать, то есть действительно они сейчас очень развились. Мы все возвращаемся к технологиям, да. У нас предыдущие гости были, там, Технопарк, Якутия был, Почта России, все технологии. Здорово. Продолжай. Да. По технологиям, что еще могу сказать? Действительно, то, что сейчас прорыв есть такой, то, что становится легче, да, писать, то есть программировать становится легче. Специалисты все равно в этом направлении нужны, потому что всегда надо основу тем более знать, то есть в случае чего там не опираться чисто на готовые шаблоны, и чтобы в случае чего там всегда можно было что-то изменить и какие-то правки сделать, да, то есть поэтому... Опять я вопрос про технологии. Да. Скорее всего, последний вопрос, потому что все-таки у нас кулинарная передача, да, а мы ушли в технологии. Ничего, это же твоя деятельность. Да, тебе тоже, наверное, скорее всего, интересно. Есть ли такой сценарий развития событий, когда может случиться такое, что программисты не нужны будут вообще? То есть компьютер, машина будет сами программировать.
Такой сценарий на данный момент, думаю, невозможен. То есть какие-то базовые вещи, то есть они все равно будут заложены программистами, да, то есть они могут себе облегчить работу настолько, то есть, но все равно должен быть специалист, который будет общаться с машиной, да, то есть мало того, что знать, что именно тебе нужно, да, в этих управленческие, технологиях. да, моменты. Надо правильно донести это до машины, то есть на самом деле... Что тебе от нее нужно? Да, то есть и с этим как раз-таки всегда будут вот помогать программисты, да, поэтому... Ясненько. Ну ладно, про технологии, про программирование мы с Фаридуном очень тесно пообщались. Ну, передача же, она есть. Отчасти она же есть. Мы можем в другое время с Фаридуном встретиться, проговорить про это. Все-таки давайте на чем готовить, потому что вдруг не успеем. Да. Фаридун, Так. с чего нужно начать? Ну, вообще, лучше всего, конечно, начать с готовки салата. Для салата нам вот понадобится помидор, Помидорки. Так, помидор порезать и надо, да? огурец, да. А как Огурец. нарезать? Мелко можно по желанию, по усмотрению. То есть это такое национальное, простое блюдо, оно делается на свое усмотрение. То есть, Ну, кому как, да? да, Кто кому как любит. нравится, да, так и можно. Но самое главное порезать. Да, ну, чем мельче, думаю, тем лучше, по идее. Так, еще что нужно для... Да, и Просто я не совсем могу уловить вообще, что это такое. Потому что я смотрю, ты еще и лепешки, Да. и салат, и сметана, и теплая вода. И думаю, как-то у меня это как бы немножко в каше смешалось немножко. Кстати, там очень предпочитают обычно еще в конце, когда уже блюдо готово, добавляют в конце горячее масло. То есть это такой еще эффект вызывает, то есть масло горячее, вот соприкасаясь с таким холодным немного блюдом, начинает Оно вот так, да, и это такой эффект, то есть создает, поэтому по желанию мы могли... Масло сливочное. Ну, да, обычно подсолнечное. то есть подсолнечное даже? Даже пойдет, но, ну и вот чуть-чуть совсем, да, то есть для создания такого эффекта, можно сказать. Чисто вот надо, чтобы оно было горячее, и в конце мы могли его добавить. Я, кстати, хотел бы это. Вопрос про кухню. Я знаю, что сейчас уже в Таджикистан гастрономические туры есть. Люди специально ездят, туризм, приезжают в страну и просто гиды их куда-то ведут для того, чтобы просто кушать, короче. Ну, ознакомливаться, скажем так, с кулинарной частью страны, да. В Грузию это есть, в Азербайджане есть, в Армению, само собой, да. Таджикистан уже тоже начали. Таджикские основные блюда. Скажи, пожалуйста, ну, какое, может быть, какая-то коронка, да, я не знаю. Ну, одно из таких основных, это, конечно, вот всем известный плов. Его очень часто у нас готовят. Манты очень часто готовят. Такие вот у нас очень часто лепешки любят, да, то есть во всех мероприятиях всегда гости. У нас лепешки это такие фирменные, приветственные блюда, да, то есть Лепешка обязательно. да, разных форм, то есть они бывают вообще, то есть очень большие, бывают такие очень маленькие, есть вообще разных форм приготавливают. И предпочитают готовить на огне, то есть в тандыре, да, то есть это вот Ну, считается... так взяли, вот так чук, да, прикрепили, да, по-моему? то есть это вот самые такие вкусные, обязательно надо попробовать именно такие лепешки. Вот. Причем там, а не здесь. Здесь Ну или здесь почему? тоже можно, да? Да, то есть вот я сам как очень давно здесь нахожусь, и у меня мама, например, она тоже готовит здесь в тандыре. То есть есть у родственников и много кто в частных домах живет, они себе построили такие небольшие тандыры. И можно, конечно, не круглый год, но ну, летом. Хотя бы летом, когда погода позволяет. Да, пока погода позволяет, они вот готовят, собираются, готовят вместе. Это... А из пресного же теста, да, или как? А? Из пресного же теста? Ну, Или дрожжевое тесто? ну, и так используют. и так можно, да? То есть и с дрожжевым. Дрожжевой, да, больше как-то в духовке, конечно, да. но- Да, ну, чтобы она там поднялась, ну. Да, Ну, то есть, получается, это практически то же самое, да, Семен, скорее всего, меня поправишь, как якутская лепешка, да? Ну, состав примерно же такой же, наверное? Или чем он отличается? Может, ты знаешь? в основном там что, вода, вот, соль добавляют, Молоко. мука, да, молоко. Мука и молоко. Это такие,
в основном из таких Ну, ингредиентов. ну вот, белых. да, обычное тесто вроде как. Но получается по-другому почему-то. Да, ну именно то, что готовят в таких больших форм, то, что готовится на огне, думаю, может в этом есть. Каким-то образом получается отличается. отличие, да? То есть и у нас там еще делают узоры на них, да, то есть и поэтому может кажется визуально. И что очень забавно на самом деле, что есть разных форм, и они, по сути, готовятся из одного и того же теста, но я в детстве всегда, например, предпочитал поменьше. Они мне вкуснее казались. Хотя и большое, и маленькое приготовлено из одного и того же теста, но при этом к маленьким, которые вот приготовлены, у нас кулча называется, да? Кулча, а вот эти, которые большие, такие, они гирдача, то есть это такой большой. И вот эти маленькие кулча, они мне нравились больше почему-то. Хотя мне мама всегда объясняла, что это из одного и того Это же же одно и теста. то же, да, типа, ну. Да. Так, салат так, что еще? Да, салат можно добавить тоже вот укроп. Это Давай, будет добавим. для крошения. Укропчик. И А ты сам что любишь кушать? Ну, давай так лучше. Вот именно, как сказать, если вот какая-то вот кухни же схожи, особенно в близлежащих государствах, Да. но именно специфика. Ну, Ближний Восток, да. Ну, Да. немножко узбекская именно- кухня, таджикская кухня. да. Везде плов, да. Да, Да. можно немножко специфику рассказать? В чем фишка? Да, кстати, тоже интересный вопрос. Конечно, там продукты, может быть, и одинаковые, но, видишь, может, рецепты какие-то, да, может, вот, например, вот самса, метод да, вот, приготовления. самая Вот это. известная, то есть Вот это. треугольная, да, вот у нас, например, они всегда готовят определенной формы, да, то есть именно по форме, по тому, как готовится, оно как раз и отличается. И с этим же плов тоже, как мы знаем, существует очень множество видов приготовления, ну, вообще видов плова, да, и, соответственно, от того, как ты его приготовишь, оно и отличается. Помимо этого, у нас очень много таких кисломолочных продуктов, которые вот используются как напитки. И есть блюда также из тыквы, да, готовятся. Такие, ну, очень много блюд из молока, то есть даже делают молоко с тыквой. Это, кстати, получается очень вкусно. У нас, кстати, на праздниках это всегда уже стало традицией, что в нашей семье всегда, когда приходят на праздники, мы подаем именно молоко с тыквой. Поэтому, Это как напиток, да? ну, он такой, как подаем в мисках больших, как суп, но он такой как больше для завтрака, конечно. Ну, как йогурт. Да, вот у нас, например, на праздничных молитвах, да, в мечети прочитали праздничную молитву, и, конечно, до коронавирусных ограничений мы ходили по домам, угощались, и там даже, ну, как рассказывали родственники, они вот читали молитву и первым делом приходили к нам домой, чтобы вот как раз успеть попробовать вот молоко с тыквой. Как мило. Да. Салат добавлять тоже? Нет. Нет, да? Тогда можно отложить. Да. Все, да? Дальше что у нас делаем? Его можно посолить в одном всё, я понял, хорошо. да, Так, месте. соль. И можем приступать к приготовлению вот основной части. Для этого мы сейчас возьмем сметану и, Так, сметана. да, так как у нас миска вот это очень большая получается, да, посуда, мы можем использовать всю сметану, также сюда добавим воды для того, чтобы оно, очень густая сметана, ну, была более податливой, да, вот, то есть. Воу. Воу. Да, интересно, я первый раз вижу, честно говоря. Ты знаком с этим блюдом, Семен? Ну, Ну, ты, я наверное, слышал, но, видишь, не видел. да. Ну, здесь у вас в ресторане такого не готовят, по-моему, Нет. да? Так, ладно. Ага, давай, помогу. Да, сейчас это блюдо, оно больше
можно встретить, что относится как салат, но на самом деле это такое полноценное блюдо, то есть им можно большую семью накормить. Ну, она, то есть, получается, сытная. И То сытная есть, очень. традиционно, когда его подают? Традиционно и в обед, то есть ты можешь в обед покушать, особенно вот на родине, да, то есть в горной местности и так далее, вот, любят ее кушать, потому что вот из того теста, которое вот, из лепешки, которая готовится, фатир, это такое вот сытное тесто, то есть ты пообедал им и до вечера прям не ощущаешь голода. Да. И так как тот же сметана, такой немного освежающий эффект, также имеется. Тебе нужна будет ложка, да? Да. Ложка. А вот есть ложка. Или лопатка лучше? О. Или венчик? Ну, можем и так, Ну, и так. как привык ты? То есть, Ну, давай. 3 вида на выбор. Ложка, лопаточка, венчик. Ложка. Ложка. здесь, Смотрим, да, наблюдаем. здесь важно, Ну, то чтобы есть вот получилась сейчас пока однородная идет, масса. да, народная масса, что пока разбавление сметаны идет. Да. Также Водой. можно добавить чайную ложку соли. Солить. Молоко превратилось обратно. А? Не превратилось обратно в молоко? Так, добавляем соль, да? Да, добавляем соль. Также смешиваем. И сюда буквально чуть-чуть можно уже добавить салат. Совсем немного. Для того, чтобы вот в основной этой массе тоже был салат. Так. Прямо туда. Да, прямо сюда. И мы тоже его сейчас смешаем. Все, остальное мы уже оставим для того, чтобы украсить Немного на окрошку похоже, да? наше Ну, блюдо. да. Получается, Визуально. окрошка. Ну, визуальная окрошка, да. Колбасы побросать и все. Колбасу не бросаете? Нет. Нет, да? То есть это такое А зря, блюдо, да. оно без мяса, да, то есть получается. Все, у нас основа получается готова. И сюда уже можно использовать лепешку, которая вот у нас называется фатир. Это Фатир. такая слоеная лепешка. Слоеного теста, я Да, вижу. Да. Мы заранее тоже Ты ее приготовил заранее, потому что это подготовили. долго так полагаю готовится, да? Да, то есть там нужно сделать тесто, отдать ему настояться. Ага. Там ее нужно, ну, так как слоеное тесто, с определенным образом Несколько тоже, слоев, да? сделать, Тык, вот так друг до дружки. положить в духовку, да. То есть этот можно попробовать отломать это. Именно с ней это получается наиболее такой самый вкусный вариант. Также, конечно, есть варианты, когда и с обычной лепешкой делают. И иногда даже используют вместо сметаны просто воду, салат и лепешку. Это тоже один Тоже из можно. видов. То есть у этого блюда очень много видов, очень много разнообразия. Ну, то есть, с какой ноги встал, какое у тебя сегодня настроение, Тогда давай получается, сегодня так, Ну, типа, да, но мы готовим вот такой классический, который вот я сам привык с детства, который вот считаю наиболее вкусным, поэтому будем Так, мы- готовить с него. Режем, не режем или руками Ну, отрываем? можем ее прямо отламливать руками. Ай-яй. Может, Ну, может, давайте, может, мы все-таки попробуем разрезать, да? Так, лепешка, вижу. Слоеным тестом, готовая. Уже у нас, лепешка. да, к процессу вот того, что готовки блюда присоединяется тоже каждый член семьи. Похоже на пиццу. Так, ладно. Каждый член семьи, Или то на- есть каждый член семьи берет себе кусок и начинает прямо сюда отламливать часть. То есть, ну, так важно для этого А, ну блюда. свою часть, где он собирается это кушать, он Да сам... нет, можно прямо в середину, получается, и оно все равно потом будет перемешиваться. А, То есть здесь... а я думал, типа в свою сторону положил, и потом как соус там берешь свое и все. Нет, да, ну ладно. Именно Так. для... Тут, Ну, ты покажи да, тогда, само ладно. блюдо, оно такое, что здесь оно сперва полностью готовится, а потом уже только приступает к трапезе. Да? Ну и для того, чтобы она приготовилась, Что дальше делаем?
Ну вот, получается, мы можем взять лепешку и, ну, вот, может, как-то пакеты будем использовать, да, или Чтобы перчатки? руками как бы этого, да? С перчатками. С перчатками. Мы руки мыли, конечно, да, но Да. ничего. На, держи. Ты мне взял? Спасибо. Ну, потому что тесто у нас, оно очень маслянистое, то есть и будет потом тяжелее отмывать руки, Да-да-да. немного с заботой о Хорошо, ваших молодец, руках. спасибо. Спасибо. Так, и А так, конечно, у нас, например, тоже просто берешь руками и начинаешь, вот давайте я начну. То есть вот берем небольшую часть и вот начинаем. Одно из главных наших таких лепешек, да, вот фатир, который называется слоеное тесто. Поэтому тоже попробуйте, оно само по себе очень вкусное. И Само его- по себе вкусное. Да. И Я не мелко делаю, вот Семен Нет, Бомбарбек это крупно делает. Я наоборот, хорошо, не То, что надо мелко? слишком мелко, наоборот. Да? Потому что вообще традиционно они у нас кушают это блюдо руками, поэтому чем больше кусок, тем удобнее немного хвататься. побольше взять сразу можно. И побольше взять. Ну ладно. и вот так перемешиваем, да? Да, и все это перемешивается. Всё ясно. И Ну, то буквально... есть можно делать куски, которые могут в рот полезть и все. Да. Да, понял. Вообще, то есть наша задача даже не всю лепешку использовать здесь, да? Видишь, вот жирные очень. Да. То есть это такое блюдо, оно, например, вот эта часть уже приготовлена, и можно по продолжению, имеется в виду, когда в процессе еды кушаешь, добавлять еще туда лепешки. Ну да, сколько съел, столько и как бы берешь. Ну, имеется в виду, понятно. если оно получается, вот, например, слишком жидкое, то есть можно добавлять еще лепешки, фатир. Так, И она должна настояться, получается. Нет, по идее, оно уже готово. намочил и пошел, да? Да, здесь мы сейчас ее немного перемешаем для того, чтобы вся лепешка впиталась, да? впиталась. так, ну и салат, да? Да, сверху сделаем салат. Как сыпать или в одну? Просто вот для того, чтобы везде, как можно больше, я думаю, наверное, даже всю миску Так, мы использовать. потом же ложками будем кушать. Да. Потому что я перчатки пока снимаю. Пирог или пицца, какие, я не знаю, как что. У нас сама посуда получилась гигантская, да? Поэтому мы не стали ее всю наполнять. Ну, у нас блюдо уже почти готово. Мы его так оформили с помощью Семена, да. Чуть-чуть она настоится. И вопрос такой, да, конечно, один из самых основных, может быть, да. Ты представитель таджикской общины здесь, в Якутии, да? Каким образом можно достичь такого успеха? Ну, на самом деле не скажу. Кого что- выбирают или, как? Да, то есть у меня сложилось так, что отец, он очень давно находится здесь, поэтому он уважаемый человек среди наших земляков. И я никогда, то есть, не стремился тоже, не знаю, как-то показывать себя среди проявить родственников себя и именно так с этой далее, стороны, да. Но именно в этом году получилось так, что я вот присоединился тоже к общине, потому что мне показалось очень важным именно показать наш народ, нашу культуру, наши традиции. Вот у нас сама община, получается, у нас общественная организация «Союз таджикистанцев Республики Саха-Якутия». До этого тоже была таджикская община, но сейчас у нас действует вот одна единственная таджикская община, да, по Республике Саха-Якутия, которая вот объединила в себе всех таджиков, которые вот приезжают именно в Республику Саха-Якутия на проживание, на работу. Это очень важно для нас, потому что бывают моменты, когда надо подсказать родственникам, да, то есть землякам именно. То есть они приезжают, мы хотим показать им культуру, обычаи местного населения, и также, чтобы они не забывали наши культуры и традиции. Поэтому такой вот важный
моменты жизни, поэтому я вот тоже решил присоединиться и участвовать в этом. Ну, считаю такой своей задачей, да, тоже. Да, но это какая-то выборная должность, да? Либо назначают, либо там по наследству, как корону там папа отдал, или что? Я не знаю. Нет, на самом деле, я не думал, что буду именно представителем, да, то есть я больше как хотел помогать землякам, то есть я вот по компьютерным вопросам, да, так как вот сам являюсь программистом, больше в этой части спрашивали, но задействовать, ну, когда меня задействовали в этих вопросах, я также стал понимать, что я могу больше. И вот у нас общественная организация, у нас же сейчас строится Центр национальной культуры в поселке Марха, в микрорайоне Марха. Такой будет здание такое, там где сможет вот прийти молодежь, так и старшее поколение. Там будут вот, ну, чтобы они не забывали именно нашу традиции, ну и также будут ознакомливаться. Ну, то будет такое место, да, доступное, то есть они смогут там сразу со всем ознакомиться, имеется в виду. Например, здесь очень много студентов также обучаются именно с Республики Таджикистан, и, Надо же. и да, у них есть именно потребность в том, чтобы знать и местную культуру, и самое главное, не забывать нашу культуру. Свои корни. тоже. Да. Да. Поэтому у нас очень много талантливых ребят на самом деле, и мы вот с помощью этого центра хотим, чтобы каждый смог воплощать вот свои такие таланты. То есть он мог бы, кто-то у нас поет, кто-то играет на инструментах, кто-то танцует, но в основном у нас, конечно, спортсмены. То есть у нас такой один из основных видов спорта национальных, такой борьба. Она очень вот похожа на местную хапсагай, но у нас она называется гуштинг, гуштингри. Да, это вот как, ну, вести борьбу, можно сказать, дословно переводится. Поэтому там будет тоже зал для того, чтобы они могли заниматься. Прямо там вот в микрорайоне, да? Ну, у нас много народу помещение. вообще составляет община? Вообще у нас самой общине именно активных людей, которые вот как-то проявили себя, да, более 700 человек. О, как много! Но это те, кто... Столько якутов в Таджикистане точно не живут. Так. Это именно, как сказать, а самих таджиков, конечно, побольше в республике Саха-Якутия, но точно цифры... Те, которые на работу приезжают, Да. местные, да? Ну, а местных-то еще больше, наверное, получается, да? Да, но те, кто постоянно проживает, то есть их не так много, как может показаться, потому что кто-то временно приезжает сюда, но я сам лично, например, да, с 2003 года, например, не был в Республике Таджикистан, то есть для меня... На родине не был. Да, Вроде Якутск как бы. это уже считается родиной. А тянет вообще? Или- Но и сейчас так, если вспомнить, конечно, хочется вспомнить вообще, как там было. Что там у меня. такое, да? Да, то есть какие-то обрывки воспоминаний. Может но- отогреться наконец. Да, вот я на самом деле за 18 лет первый раз вот в этом году был в другом городе вообще, да, то есть я именно вот 18 лет не покидал пределы Якутска, получается. И вот был в городе Екатеринбург, но все равно тянуло в Якутск, Ну, получается. надо Я уже... Не, ну ты как свой уже. Да, ну, что настолько делать, это привык. столько времени, ну, Да, конечно. то есть, ну, здесь как-то комфортнее. Ну, ты еще молодой, у тебя еще впереди. Будем так называть. Ну, давайте. Мне кажется, надо уже это. Или как, еще рано. Нет, оно, по давай. идее, не должно настаиваться. По-таджикски кушать или есть. То есть, можно сказать, бьёе быхвем. ББХ. Бьёе быхвем. То есть, Бьёе быхвем. да, Садимся за идите да, сюда и будем кушать, как бы, да? ББХ. Да. Ну, давайте пробуем. Давайте ее ББХ. Да. Да? Я правильно сказал? Вот уже лепешка, она, видите, уже всю, Размокла. да, всю впитала. Хотя там очень много оставалось. Многозначительно посмотрели друг другу в глаза. Я еще хочу ее ББХ. Так, глаза. Если закрыть нос,
Можно представить, что это куриная грудка у тебя. Вот. Ну, как бы по консистенции. Кстати, да. Прикол. Ну, это такое, оно легкое блюдо, готовится очень просто. И главное, быстро, сытно. Сытно, да. И лепешка, вот эта фатир, она впитывает в себя вот, да, всю А ты же массу. говорил, что еще и эту отдельно можно, да? Да, то есть Лепешку. это как презентабельная такая лепешка, ее просто украшают ею стол, можно сказать. А потом, когда еда заканчивается, ее обратно убирают. На следующих гостей, так сказать, презентация. Ну что ж, Фаридун, спасибо тебе большое. Тебе? Спасибо большое. Вам За спасибо. Интересно. Приятно познакомиться. Спасибо большое, что согласился быть гостем. Спасибо, что рассказал о своей культуре. Немножко хотя бы мы узнали, да. Ну, то есть даже в сегодняшнем виде всегда же говорят, учиться, учиться, учиться. Каждый день, если узнаешь какое-то что-то новое, хотя бы одно, ну, день прожит не зря. Фаридун, спасибо тебе еще раз большое. И я хочу дать тебе небольшое слово, приветственное слово для наших телезрителей. Пожалуйста. Да, вот очень благодарю за то, что позвали, дали возможность показать немного нашей кухни. Было очень приятно поделиться с вами одним из видов блюд, которые готовятся у нас в Республике Таджикистан. Вот я также сегодня пришел не с пустыми руками, также, Круто, круто. также хотел, чтобы вот уважаемый ведущий попробовал надеть на себя нашу национальную одежду. Ух ты! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это как я... Поле чудес, да? Да. Леонид Академович. Вот, так. Ага. А ты Да, сам? Ну и я тоже, здесь вот есть еще одна. Это вот знаменитый же халат, да? Который вот в жару специально носят, такой этот теплый. Да, он действительно сохраняет. Вот к нему прилагается тюбетейка. Это вот Так, пожалуйста. Прическу осторожно. Шутка. А, как я? сразу в Таджикистан. Сразу Таджикистан бой, да? Такой материал. Да, и нас обязательно надо сфотографировать. Когда еще? Да. И ты тоже вот это, да? Ну, мы микрофоны, наверное, скорее всего закроем. А, надо это, аппарат. Аппарат. Пока заботишься. Игры с переодеваниями. Также вот хотел бы поздравить всех зрителей с наступающим Новым годом. Пожелать в Новом году крепкого здоровья и того, чтобы исполнялись все мечты. Здорово. Спасибо, Фаридун, что был гостем еще раз. Давайте еще раз благодарствую. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку с вами прощаемся, но мы не прощаемся с нашими гостями. Программа «Просто вкусно». Якутия-24. Смотрите нас на канале Якутия-24. Суббота, воскресенье, 18:15. А мы продолжаем. Фаридун, Семен, кушайте. Это очень вкусно, действительно. Это просто и вкусно. Приятно познакомиться. Молодец. Вообще здорово.